Иншаллах, сегодня мы продолжим ту тему, которую мы начали в тот раз. Это тема, связанная с любовью Аллаха Субханаху ва Та'аля. Тема, которую мы начали в тот раз, тоже подчеркнули, что это связано с основой ислама. Мы должны знать одну вещь. Любое поклонение, любое дело, связанное с религией Аллаха Субханаху ва Та'аля, можно разделить на три категории. Начиная с веры Аллаха Субханаху ва Та'аля, начиная от имана. Иман это можно разделить на три категории. Основа имана, основы имана, да, которые связаны со словом «Ля иляха илляллах», которые не подлежат обсуждению, которые не подлежат размышлению. То есть эти вещи связаны с основой. Если одна из этих основ будет испорчена или нарушена, то нарушается само «Ля иляха илляллах». То есть человек выходит из ислама. Это, если можно образно сказать, как сердцевина, как мозг, как сердце, главная часть, основная часть религии. Это вера и то, что связано с верой. И мы сказали в тот раз тоже, что любовь Аллаху Субханаху ва Та'аля одна из первых основ веры Аллаха Субханаху ва Та'аля, в основе веры Аллаха Субханаху. То есть связано с «Ля иляха илляллах». Конечно, ученые разделили это на несколько этих основ. Некоторые разделили на 5, некоторые на 7, некоторые на 9. Это не важно, это можно в любой книге почитать и найти. Но главное понимать вот эти разделения, что есть у нас основа, эта основа не подлежит к обсуждениям или к нарушениям. То, если одна из этих основ будет нарушена, испорчена, то нарушается все остальное. То есть это, хотя мы называем это количеством 1, 5, 9, 10, это не значит, что если у тебя 9 из них будет правильным, и 1, если будет испорчен, что это можно. Нету, они не подлежат. Это слово, все эти основы собирают слово «Ля иляха илляллах». И одна из этих первых была любовь к Аллаху Субханаху ва Та'аля. Конечно, про эту тему можно говорить очень много, и надо говорить очень много, но мы, иншаллах, всегда будем, вот, как говорится, руусуль аклам, как имена, скажем, названия, или укажем на некоторые вещи, которые после этого каждый мусульманин должен дальше сам копаться. То есть невозможно за полчаса в неделю объяснить все, что связано, особенно такие большие темы. Сегодня мы тоже, иншаллах, добавляя или раскрывая суть, то есть дополняя, если мы взяли основу, первый этап, то немаловажно тоже знать следующий этап, то есть вторую часть, скажем, вторую категорию. Это тоже важно, но не как основа. У нас, как мы сказали, есть корень, если образно это представить, это как дерево. У дерева есть корни, которые без корней дерева не будет жить, не будет существовать, не только не будет делать, даже не будет и плоды. Точно так же у нас есть и ствол, то есть важное, то есть ибадат, то есть поклонение и подчинение. Вот, и сказанному в ту неделю, да, вот, любовь к Аллаху, что следует из этого, какие плоды. Следующий этап. Правы мы, когда мы говорим, что мы любим Аллаха, и доказываем это. Сегодня мы постараемся, иншаллаху та'аля, поговорить об этом. Один из этих плодов, один из этих важных плодов любви Аллаха Субханаху та'аля является любить своего брата, мусульманина, ради этого Аллаха Субханаху та'аля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, четко изложил это в хадисе, который передает Бухари и Муслим. ثلاث وجد فيه حلاوة ثلاث من كن فيه وجد الحلاوة الإيمان. Три человека или три категории людей, которые почувствовали, которые ощутили сладость этой веры. Три категории людей. И посмотрите на постановку этих категорий. أن يكون الله ورسوله أحب إليه.
чтобы ему был и Аллах Субханаху ва Тааля, и его пророк Ахабба более любимыми мимма сивахума, чем остальное все. Все и все. Вот этот этап, который мы постарались в ту пятницу объяснить и рассуждать или обсуждать. А сегодня второе предложение этого же хадиса ан юхибба аль-мар'а, то есть мар'а, а не мар'а. Разница очень большая. Мар'а это мужчина, мар'а с вдохом, с выдохом это женщина. А здесь речь идет о мужчине, любить своего брата, а не любить свою сестру. Ан юхибба аль-мар'а, чтобы полюбил своего брата, ла юхиббуху илля лилля, ради Аллаха единого. Вот сегодня вот будем обсуждать плоды любви Аллаха Субхану Тааля. Чтобы знать, действительно любим мы Аллаха, мы можем это узнать и почувствовать, когда мы будем знать, любим мы рабов Аллаха Субхану Тааля. В другом хадисе четко пророк саллаллаху алейхи вассалям сообщает: «Ла ю'мину ахадукум», и не уверует ни один из вас, хатта, до тех пор, хатта юхибба ли ахихи, пока он не полюбит, не захочет, не желает ли ахи, своему брату, мусульманину, ма юхиббу ли нафси, то, что он хочет самому себе. Вот эти хадисы, сегодня, иншаллах, мы будем говорить много хадисов, постараемся, иншаллах. Но иногда приходит в голову не говорить эти хадисы слишком много, то есть количество хадисов. Почему? Потому что мы привыкли брать хадисы один за другим, третий, четвертый. Дело не в количестве, дело понимать один хадис. Дело понимать, как это подобается, и все. Один день пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в салат аль-иша, ночной намаз, говорит: «Ихшуду ли джамаа», соберите мне группу, соберите мне людей. И все подумали, что что-то большое, что-то страшное, что-то будет. На второе утро собрались люди. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иттакуллах, ати'у Аллах ва ати'у Расуль». Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь пророку. И повторил это 3 раза. «Вассам'и ва та'a». И подчинитесь словам Аллаха и словам пророка. И каждый из них и закончил. И ничего не сказал. И каждый говорит 3 раза повторил это. И каждый из нас, подвижники передают, думали, а что он еще для этого собрал? Потом, когда додумались или подумали над этими словами, говорят, тогда мы поняли, что в этих словах скрывается все. То есть подчиниться Аллаху, подчиниться пророку, саллаллаху алейхи вассалям. В этих словах скрывается вся религия. Но мы, иншаллах, постараемся раскрыть некоторые стороны этой религии. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит про нашу же тему. Было время, хараджа раджулун, вышел человек, лизиярат ахи, хотел посетить, наведать своего брата мусульманина. И Аллах Субханаху ва Тааля, когда с 7 небес видит все это, зная все это, посылает ангела, сура, в виде человека, посылает этому человеку ангела, чтобы спросить, куда ты путь держишь. Аллах Субхану Тааля, который знает все, послал ангела, чтобы спросить, куда ты путь держишь, какое у тебя намерение. Этот ангел пошел к человеку в образе человека и спрашивает: «О раб Аллаха, куда ты путь держишь?» Тот отвечает: «Я иду к своему брату, который люблю ради Аллаха Субхану ва Тааля». Этот ангел спрашивает: «Есть у тебя с ним другое, кроме любовь ради Аллаха Субхану? Кроме этого, есть у тебя другая цель, другое намерение, мирское? Есть между вами какое-то там купля-продажа? Знаешь ли ты его по-другому, кроме как полюбил ради Аллаха?» Этот человек отвечает: «Нет, я люблю его ради Аллаха». И ангел передает: «Аллах меня послал и дать тебе весть, что Аллах Субханаху ва Тааля полюбил тебя так,
как ты полюбил своего брата мусульманина ради него. В другом хадисе, судный день, Аллах Субханаху ва Та'аля скажет: «Айна мутахаббина биджалали». Где эти те, которые полюбили в этом мире ради меня, любили друг друга ради меня? Алёма узиллухум фи зилли ла зилля илля зилли. Сегодня я их скрою в тени, в той тени, которой нету второго или другого в этот судный день. Это следующий хадис. Третий хадис. Судный день будут. Тоже Анас передает. Судный день будут люди. Судный день будут люди. Вуджухухум нур. На лицах у них нур. Ваахум аля нур. Они стоят, где там нур. Валейсу бил амбия, валейсу бил шухада. И не являются они ни пророки, и не являются они ни шахиды. Ярбитухумул амбия ва шухада. Но завидуют, с белой завистью, конечно, завидуют им и пророки, и шахиды. Субханаллах. В судный день есть категория людей из рабов Аллаха Субханаллах Тааля, которые будут им завидовать и пророки, и шахиды. И спросят, кто они, и ответят им: «Хум мутахаббуна филля». Они те, которые полюбили в этом мире ради Аллаха. Что значит любить ради Аллаха? Какие признаки любви ради Аллаха? Мы все знаем сегодня умма исламия, вот исламская умма в разделении, в расколе. Почему? Потому что не знаем нашу основу, не понимаем нашу основу. Все мы говорим, что мы любим, мы уважаем. К Абу Хурейре подходит один после таби'ин, после сподвижника, которые пришли, и говорит: «Абу Хурейра, я люблю тебя и хочу быть твоим братом». Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в свое время побратал вот этих мухаджиринов с ансаром. Он тоже пришел и предъявляет ему, что я хочу быть твоим братом. Абу Хурейра говорит: «А ты знаешь, что значит побратиться? Ты знаешь, ты понимаешь, какой шаг ты делаешь?» Он говорит: «Нет». «А что значит? А что, там есть что-то, которое я не знаю, или которое можно еще что-то скрытое?» Он говорит: «Да». Абу Хурейра говорит ему: «Да. Твое имущество, все, что тем ты владеешь, владеть будем мы. Все, что владеешь в этом мире, это будет не твое, а наше». Любить на словах можно, сказать: «Я, брат, я тебя люблю, очень люблю, ради Аллаха люблю». Тот говорит: «Я не дошел до такой уровня, иман меня». Тогда говорит: «Оставь меня в покое». Ибн Умар говорит: было время, и он живой, Ибн Умар живой, и рассказывает: было время, то есть лет 20-30 назад, то есть он живой, когда мы не знали, твой карман или мой карман. Не было у нас такого. Не было. Вот это было вот те люди, вот такие люди, которые в судный день будут, нур, на лицах у них нур. Ла яхафуна иза хафа нас. Не будут бояться и устрашаться, когда люди будут бояться в этот день. Вот это первый этап. Любить ради Аллаха. Стараться, стремиться к брату ради Аллаха. Точно так же вторая сторона этой любви. Воздержать свою гнев, воздержать свой язык и воздержать свои эмоции на сторону своего брата. Кафа биль мар'i исман. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: кафа биль мар'i исман. Хватило бы рабу Аллаха грех, зло и вред, который он делает, ан яхкира аха, когда он унижает, оскорбляет, порицает, когда он это делает своему брату мусульманину. То есть хватит судный день, этот один грех, хватит мусульманину ввести его в ад, когда в этом мире он будет унижать, оскорблять своего брата мусульманина. В другом достоверном хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ла табагаду». Не проявляйте зависть. Ла табагаду. Не проявляйте ненависть между вами. Не ломайте, не нарушайте договора братьев. То есть, если мусульманин договаривается, нельзя мусульманину второму зайти вот эту сделку. «Валя танажизу, валя тадабр». Не отворачивайтесь спиной друг к другу.
Куну ихвана, куну ибад Аллахи ихван. Будьте рабы Аллаха братьями. В Коране четко изложено. Сегодня мы думаем, что вот этот мой земля, этот мой родственник, мой брат. Судный день Аллах Субхану описывает, что ждет рабов Аллаха. Те, которые подружились, полюбили не ради Аллаха, а ради там какой-то земли, какой-то участок, какой-то родственной связи. Аль-ахилляу. Друзья, братья, все родственники в судный день. Аль-ахилляу яумаидин. Тот день ба'духум ли ба'дин аду. Они враги между собой в судный день. Илля, кроме одной категории. Илля аль-муттакин. Кроме богобоязненных. Аль-ахилляу яумаидин ба'духум ли ба'дин аду. И все сегодняшние братья, друзья, односельчане с одного места, которые дружили и говорили, что мы любим, что мы одно целое, в судный день они враги. Будет каждый из них бегать, искать хоть одно хорошее, благое дело, которое он оставил здесь, или какой-то зульм, или несправедливость, которое было проявлено ему, чтобы взять в судный день, кроме илля аль-муттакин, кроме богобоязненных. Аллах Субхану ва Тааля передает через своего пророка в следующем хадисе: «Иза ахабба Аллаху абдан», если Аллах Субхану ва Тааля, если говорит, тот раб, который полюбил раба своего брата, то есть тот раб Аллаха, который полюбил своего брата по исламу, ахаббаху Аллах, Аллах его полюбил. То есть, если человек полюбил своего брата, мусульманина, то Аллах его полюбил. То есть, из этого мы делаем следующий вывод. Если мы действительно говорим и думаем, и суждаем, что Аллах Субхану Тааля, мы любим Аллаха, то это должно быть доказано. А без доказательства это не является любовью Аллаха, это наоборот вредит и в этом, и в том мире. Иншаллах, я постараюсь привести некоторые хадисы, которые могут даже помочь нам понять любовь Аллаху Субхану ва Тааля. Как можем доказать, или как можем показать, что мы любим Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Тахаду тахабу». Дарите друг другу подарки, будете любить друг друга. То есть это первый признак. Если хочешь, чтобы тебя полюбили, дари, давай подарок, дай подарок, и тебя полюбят. То есть, чтобы между вами было что-то вещественное. То есть, ты доказываешь, не только говоришь, а доказываешь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе говорит: «Валлахи, клянусь Аллахом, лан тадхулу аль-джанната, не войдете в рай, хатта ту'мину, пока не уверуете в единого Аллаха. Вала ту'мину, и не будете верить в Аллаха, хатта тахабу, пока не будете любить друг друга. Аля адуллукум, и указать вам на то, что если вы это сделаете, будете любить друг друга. Афшу салама байнакум, распространяйте между вами салам». То есть сказать ассаламу алейкум. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваджабат махаббати, ваджабат». То есть Аллах Субханаху ва Тааля обязал себя. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я обязываю себя». Ваджабат махаббати. Я обязываю себя и говорю, что я люблю тех, которые будут любить ради меня. Ваджабат махаббати лиль мутахаббина фи. Я люблю тех, которые будут любить ради меня. Я обязал себя любовью тем, которые будут в мальмутажалисе встретиться и расставаться ради него. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Аутакуль урал ислам». Самая великая вещь, самая великая петля, самая великая, что в исламе, антухибба лилля, чтобы ты любил ради Аллаха, ва тубхида лилля, чтобы ты ненавидел ради Аллаха, ва а'та лилля, что ты давал ради Аллаха, ва мана'a лилля, и что ты не давал ради Аллаха. То есть каждое твое движение должно быть ради Аллаха. Ва ман фа'аля залик, и тот, который сделал это, истакмаля имануху, стал полноценным мусульманином.
Самое великое в нашей религии это любить ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха. Давать ради Аллаха и запрещать ради Аллаха. И тот, который сделал это, факат истакмара иману, стал полноценным мусульманином. Во время пророка один говорит, сидит рядом пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: я люблю некого человека. То есть сказал пророку, что он любит кого-то. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: ахбартаху бидалик, ты сказал ему это? Ты дал ему знать это? Он говорит: ля. Он говорит: нет. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: ахбирху, иди и скажи ему, что ты его любишь. То есть по сунне, если человек полюбил своего брата, чтобы он дал ему это знать. Во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один бедуин. И спрашивает, когда настанет саа, судный день, йомуль кияма. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, удивился, что это за вопрос. Умаза а'дадта лаха, и что ты приготовил? Ты готов, что ли? Тот отвечает: ма а'дату ла шей'ан касиран. Я не уготовил такие большие деяния, нет у меня такого. Валякин, но ухиббу Аллаха, я люблю Аллаха, ва расуля, и люблю его пророка. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на этого бедуина и говорит: аль-мар'у ма'a ман ахаб. Раб Аллаха будет с теми, с кем он любит в этом мире. В судный день раб Аллаха будет с теми, которые он любит в этом мире. Субханаллах. Танас говорит, не было такой большой красивой вести, как было в этот день. Почему? Потому что все мы, и они в свое время, и мы знаем, что у нас и дела, и деяния, амаль у нас никогда не будет. Даже эти сподвижники говорят, нету у нас такого, чтобы мы были рядом с пророком. Но у нас есть одно, что можем зацепиться, что можем надеяться. Это то, что мы любим Аллаха субхану ва тааля и любим его пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И это, иншаллах, очень важный момент и для нас, у которых, даже если сподвижники говорят про это, которые надеялись, нет у них, говорят, нет у нас столько деяний, чтобы мы как желали или надеялись, что будем с пророками, с шахидами, с этим. Кроме как мы любим Аллаха и пророка. А что мы должны тогда делать? И мы должны, во-первых, знать, что такое любить Аллаха, как надо любить Аллаха, и что из этого следует. То есть любить своих братьев, рабов Аллаха субхану ва тааля. И мы, иншаллах, перед Аллахом даем слово, где, иншаллах, просим, чтобы нас тоже делали из тех, которые любят Аллаха и его пророка, и этих сподвижников. Вальхамду лиллахи раббил аламин. Алхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Конечно, 50 с чем-то хадисов собрал, но это сегодня так уж. У пророка спрашивает: о пророк, саллаллаху алейхи, научи меня некоторым вещам, которые, если я бы это сделал, то полюбили меня люди и полюбил бы меня Аллах. Субханаллах. Такие важные вопросы, такие важные хадисы. Когда узнали, насколько велика вот эта цена или вес любви Аллаха субхану тааля, и насколько велика вес любить раба Аллаха, своего брата, некоторые сахабы спрашивают: скажи нам слово или дело, если бы мы будем сделать это, чтобы и люди нас полюбили, и Аллах нас полюбил. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает: изхад фи дуня, оставить дуня, ограничись с дуня, юхиббака нас, полюбят тебя люди. Изхад фи дуня, астагфируллах, изхад фи дуня, ограничиться, отвернись от дуня, юхиббака Аллах, полюбит тебя Аллах. Изхад бима фи айди нас, отвернись, оставь то, что в руках людей.
юхиббука нас. Полюбят тебя люди. Субханаллах. Это дунья. И у нас ахира. Ахира всем достанется. Никто в этой дунья у нас не спорит. Никто за ахира, то есть. Кто из нас боится, что ему не достанется место в ахира? Все, кто спорит, спорит за дунья. Все эти разногласия, все эти споры за дунья. Оставь дунья, Аллах тебя полюбит. Оставь то, что у людей, в руках людей, люди тебя полюбят. Ахаббу наси илаллах. Завершаю, это тоже очень важный хадис. Ахаббу наси илаллах. Самый любимый человек Аллаху, самый любимый человек Аллаха на этой земле, анфаухум, тот, который от него польза людям. Самый, кто Аллах любит на этой земле, тот, который исходит от него польза этим братьям и от него. То есть самый, кто больше от него пользы, Аллах его любит. И самое благое деяние на этой земле, это любить своего брата Аллаха Субхану, своего брата по исламу ради Аллаха Субхану. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ахаббу ибад Аллах, самый, кто любит Аллах, илаллах ахсанахум хулука, с красивым, с благим нравом, с ахсанахум хулука. Иза ахабба ахадукум аха, если от вас кто-нибудь из вас полюбил своего брата ради Аллаха, фа иннаху хайрун альфа, пусть он скажет ему, дает ему знать, что он его любит. Самые любимые люди для Аллаха, это самые полезные из них. А самое любимое деяние перед Аллахом, это радость, которую ты приносишь мусульманину. В хадисе достоверно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поистине, прийти на помощь своему брату, мусульманину, в том, в чем он нуждается, любимое для пророка, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, идти на дело, идти на нужду, помочь брату, это более чем любимое для меня, чем сидеть месяц, один целый месяц сидеть в мечети пророка и делать ибада. Тому, кто сдержит свой гнев в то время, когда он хотел излить его, Аллах наполнит его сердце довольством в судный день. И поистине дурной нрав портит деяние, так же, как уксус портит мед. Это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаха просим, чтобы Он дал нам понятие нашей религии, чтобы Он дал нам любить Аллаха и тех, которые любят Аллах, и чтобы мы знали, что значит любить, и потом любили друг друга, уважали, и чтобы простил Аллах субхану нам наши грехи и нашим родителям. Вальхамдулиллахи раббил аламин.